Никого. О, один. Ничего видно, нет? Hello. О, вроде нормально, да? Меня хорошо слышно, нет? Опять комментариев не видно. Ну и сеть. Вообще красота. Все нормально, ребята? Видно, нет? Комментариев что-то нету. Кто-нибудь ответьте, пожалуйста. Фу, слава богу. Ну вот тяна. Вот такие вот фокусы. Ну, там было людей около 70, сейчас 17. Подберем всех. Ya benim tribünün turalara arxsaldı. Кыргызым трибюнен oldu. Ол не тәне таттар комментарий да охтохта охуяна алла. Все зависло, но завтра жалобу напишу в Ростелеком за ихний интернет. Что-то меня... Ух, аж сердце. Evet. Чуденок это яхаин. Ман чуден бики варит, а на чуден бики не. Дождемся всех. Вот. Надеюсь, некоторые не рассердились. Вот. Что у меня в наличии. В данный момент. Чепрежная кожа. Вот такими рисунками. Рыбка, солнышко. Вот. Неолокс. Вот. 10,5 всего. Вот такой вот рукоятик. Как разон. Сталь Неолокс. Да, Неолокс. И в наличии, в свободной продаже, всего за 10 рубликов. Понимаете, о чем я? Вот. Помимо Неолокса у меня есть, сегодня доделал, Action. Ну, это уже понятно, да? Премиальный класс, бычий хвост, конский волос. Сталь, как известно, что? Да. Эльмакс. Тут длина 13,9. Почти 14. Здорово. И вот с таким гардочкой глухарь модель. Свободно продаю. Клеймо мастера, кованый дол. Цены знаем 20. И неким замком.
В наличии 2 ножа всего. И мы сегодня разыграем, уже 34, этого красавчика с сердцем. Через минуту-другую узнаем, кто победитель. Но по ощущениям, когда изготавливал дух этого ножа, мужской или юный подросток, типа такое. Вот, как я говорил, ранее на Дархане пришли аж 4 пары. Привезли с собой жен. И для них специальная была скидка целых 1000. Из любой, которую они выберут. Из любой модели, можно так сказать. Вот. И прямо мужики на руках с собой. Вот. С женой приехал. Вот. Жене говорит, хочу этот ножик. Она даст деньги, говорит. Жена, ну погоди, ты что там? Какая цена там? Металл какой? Тебе какая разница? Я знаю, говорит. Вот этот. Давай берем, сейчас заберут, говорит. Но это первая пара. Пара нельзя сказать, что молодая. Уже дедушки, бабушки, как говорится. Я с ними не знаком. Вот, деньги достает большую сумочку, а там такой кошелечек. И там по феншую, только по прямую. Достает денежки, считает. И женщина говорит, а вы сказали, скидка, да? Это правда? Да, конечно. Рассчиталась. Ну вот. Я уже алгы сделаю и даю. А хозяин сразу, ага, а это уже мое. Говорит, они себе засунули и ушли. Вообще удивительно так было. Хорошо наблюдать. И за такой дружной, надо сказать, парой. Вот. И она, женщина пришла, говорит, послал меня муж, вот, говорит, у вас скидка, и говорит, короче, какой-то Эльмакс или какой-то сталь, если у вас, говорит. Муж на работе отправил меня, вот, у меня только такая сумма, говорит, вот, не могли бы уступить, говорит. Ну, извините, дамочка, за 15 не продам, за 19 максимум, и все. Ну, если вы не берете, уже другой заберет. Только день начался, первый день. Вот. И женщина, ладно, 17 тогда. А то в это время один молодой человек подходит сразу. Че, где Эльмакс? Давай покажи. Вот лежит, вот лежит. О, в темном я беру. А женщина, погодите, я вообще-то это самое первая пришла. Ишь, какой наглец, говорит. И сразу коробочка вот так встает, ставит перед собой и говорит, ничего. Последнее слово, говорит, 18, говорит. Нет, уважаемый, 19, это скидка, говорит. Она такая, ладно, тут пройдусь. А молодой человек в это время другой Эльмак взял. Ладно, хорошо, там привязан номер, да, правил, алгы сделал, она наблюдает так. Да, интересно, говорит, очки там. Ладно, ладно, вот вам 20. А она уже все с собой брала. Нормальная сумочка, уже 5000 купюрами. Вот. А я говорю, вот ваша скидка, 1000 рублей. Можете на такси ехать, говорит. Она так обрадовалась. Ну, алгыс вы можете не делать. Я не муж, муж дам, он там, нет, так надо и передать ему, что молодец, что отправил свою жену. Вот. Я ему говорю, и там же говорил этой даме, после такого подарка на 23 февраля, 8 марта жди бриллиант, говорю. Ой, мне не надо всяких бриллиантов, у меня уже все есть, говорит.
А вы ему так скажете, говорит? Вы его знаете, говорит? А я откуда знаю? Он через эфир говорил. Наверняка, наверное, смотрят. Ну, возможно, смотрят. Вот. И я ему советую. Вот. Действительно, настоящий очень хороший подарок. Ну, поработает, попробует. И после этого уже совсем другой разговор будет. Ну, молодцы, ребят, молодцы. Так, не так, 46. Так, kimle alalik tavaristar? Bir boyagan yanar. Нура. Ой. Так, ну что, начнем, да? Не только я спешу, но и весь мир. Наконец-то настал тот час. Виагру включаем нафиг. Так, до 17, по-моему, или чем-то принял все билеты. Последний, самый большой, надо сказать, так, 15 штук купил мой очень хороший знакомый. Вот. Ну, кому повезет, тому повезет. Все билеты присутствия уже в том эфире, которого нет уже. Зависло там, поменял телефончик, а его нету. Все билеты тут. Ну, в доказательстве люди смотрели, как я тут калякал полчаса буквально. Вот. Вот в таком количестве у нас. И мы сейчас разыграем ножик. Сердечкой. Неолокс. Один ног. Вот. И делать будем мы очень просто. Достаем. Ой-ой. Угу. Это бассейная палочка. Бассейная она. Тут судьба каждого участника. Тут должен билет полностью зайти. Ну вот, доставать будет так. Не ковыряться тут никак, а просто должен войти вот натурально как. Вот. Тот и победитель. Второго раза нету. После вытаскивания одного билета лот закрывается. Показывай руки. Чистые. Ну, в том плане, что нету тут. Открываю баночку. Смотрите. Открыл. Ну, те, которые знают, уже участвуют не первый раз, уже знают, как это происходит. Сейчас играем игру «Ловись, рыбка, болса или мала». Вот горлышко, вот крючочек. И тут начинаем искать билетик. Кому повезет, тот и выиграет. Молитесь, друзья, молитесь. Ого! Нет, нет. Долго или коротко ли пойдет, это знает сам крючочек. О! Смотрим внимательно. Вот так должен войти. Видите? Баночку закрываю. Та-дын-та-дын. Та-дын-та-дын. И я должен только держать все в кадре. Оп. Крючочек больше не понадобится. Заветные цифры. Та-дын-та-дын. И я считаю сзади. Не 9, а именно сзади. У кого последняя цифра 7.
У кого последняя цифра 7, 7, 7? Нет у кого? Ни у кого? О, мордовской уже мота. Мгм. Так. У кого цифра 1? Есть кого? Ну, идем дальше. Чао. Ну, давай, чао. У кого цифра 4? 0. То есть последние 4 цифры 0, 4, 1, 7. Ни у кого. Так, дальше идем, дальше идем, дальше идем. Итак, номер победителя 902 199 04 17. Тидин-тидин, 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 тидин-тидин. Да, не наш регион. А мы сейчас узнаем. Пока не расходитесь, ребята. Самое важное, самое... Экшен сейчас. Вон номер победителя. Сейчас быстренько наберем. Так, и тут нужна музычку. Она включилась. Нафиг тогда. Столько пропущенных вызовов. Так, сейчас позвоним. И разузнаем, разузнаем. Так. Ульяновск. Кто победил-то? Нет у кого? Так. Так, 902 9904 17. Звоним. Надеюсь, смотрит, нет? Ну, доступен, недоступен, не знаю. Но точно эфир не видит. Ой, вроде время нормальное в дороге или как? Ну, по правилам нашего игры победитель только один. Второго шанса нету. То есть этот номер уже победитель. Я это придумал в декабре, так что никаких изменений. 902 199 04 17. Да. Да, наверное, на рыбалке. Хотя рабочий день сегодня. Среда. Ладно. В конце концов повторим еще раз. Номер правильный. И займемся финансовыми вопросами.
Везунчик празднует, наверное. Да, такое впервые, ребят. Ну, сейчас во время разговора он позвонит. Алло, кто звонил? Такой важный. Да. Ну, широка страна родная. Да. Ну, что поделаешь. А теперь серьезно. Зачем вообще это придумано? Для чего? Наверное, многие знают. Вот. Или не знают. И хочу серьезно, во-первых, должен поблагодарить за участие, ребята. За то, что делаем общее дело, хорошее дело. В этом, надеюсь, мы убедимся. В прошлом месяце у нас был 21. Но сейчас прибыло 23 с чем-то, но я его округлил. Итого получилось столько. Видно? Это за 2 месяца. Так в горле так стоит. Волнуюсь. Самый кульминация. Надеюсь, интернет выдержит несколько минут. Я хочу помочь на этот раз спортивной семье. Семья, надо сказать, молодая. Мать и отец спортсмены. Отец мастер спорта по гировому спорту. Мать по национальным настольным играм. Семья полностью спортивная. И 25 декабря у них случилась беда. У них в семье сын и дочь. И во время физкультуры дочь упала. Просто потеряла сознание. Волнуюсь, тут у меня в горле стоит. Девочка упала, просто потеряла сознание во время построения, по-моему. Благо нашелся, благо, что был рядом физрук, знал, что делать. Первую помощь оказал. Сердечко поработало, но без сознания. Прилетел вертолет из Якутска, увезли реанимацию. Если не ошибаюсь, девочки 5 класс, по-моему. Вот. И пришла сознание спустя, по-моему, 20 с чем-то дней. Мне очень трудно говорить об этом. Да, я этой семьей очень хорошо знаком. Не скрою. Земляки мои знают. Узнали, наверное, после моих слов. Вот. И тут мы это народ, который, в ранге кузнецов, в ранге те, которые, шаманы,
лекари и простые старожилы, если ребенка в течение, ну, по-моему, у них 40 дней, по-моему, да, ага, 40 дней не вернется из комы, то она уже отправляется на тот свет, забирает. Такого, слава богу, не было, не случилось. Повторюсь, мне очень трудно об этом говорить. Во-первых, неудобно. Вроде обсуждаю, не обсуждаю. Но тут испокон веков знаем, что человек рождается дважды. В таких случаях. Вот. Первый путь был, надо сказать, именно был. Потому что девочка проснулась в сознании. Из реанимации вывели. На данный момент в городе Якутске. Я с его отцом поговорил недавно. Ну, положение, говорит, боевое. Волнуюсь, ребята, волнуюсь. Но я ему сказал, не сказал так открыто, а еще созвонимся, сказал. Но он тоже убежден, что ее дочь уже, если человек второй раз рождается, это уже другой человек. В том плане, что он будет, она, то есть, будет, ну, какие-то мысли, какие-то сны были, видения, можно сказать, не только у меня, но и у больших людей. И все склоняются одной мысли, что будет долго процесс восстановления, но будет, конец будет очень хорошим. И мы в этом убеждены. И этот результат будет отличным, надо сказать. И девочка будет непростым человеком, а уже совсем другим, иным, связанным другим миром, можно сказать, в кавычки. Так что пускай поправляется. И я хочу эту сумму прямо сейчас на ваших глазах отправить сестре старшей. Вот отправил. Вот. Почему через некоторое время позвоним? Почему состояние родителей очень шоковое, надо сказать. И сестра тоже волнуется. Ну, через некоторое время наберем, позвоним. Нет, не он, не тот номер. Вот. И узнаем, что да как. Не люблю терпеть, ребят. Просто не люблю терпеть. В смысле, ждать не люблю. Терпеть можно, конечно. Я набираю сестру. Надеюсь, получила нашу фонд. И услышим пару слов. Что за день, а? Никто не берет. Алло?
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Эдуард Бурдылин, Бурдыковуз. Очень приятно. Рада вас слышать. Да, мы находимся в прямом эфире. Вы получили сообщение? Так, сейчас посмотрю. Сообщение получено. Что за сообщение? Эдуард Гаврилович, вы перевел вам 45 тысяч рублей. Угу. Ну вот, это не только от моей имени, не только от моей компании. Пусть поможет вам, вашим родственникам, девочке изо всей страны, изо всего мира. Спасибо, спасибо, мои хорошие, спасибо. Обязательно им передам. Передам ваши слова. Спасибо, мои хорошие. Благодарю вас всех. Держитесь, удачи. Счастья всем, успехов, удачи во всем. До свидания. Спасибо, до свидания. Отец обыкновенный шофер. Мать парикмахер. Это вам спасибо, ребята, за помощь. Спасибо тем, кто участвовал, но не покупал билеты. Спасибо за добрые слова, ребята. Это вам. Тут никакого фальша. Такие дела, серьезные дела. Не то, что там а-ля тополя. Это уже, ребята, настоящие. Ну, пусть поможет. Ой, волнуюсь. Давайте еще раз позвоним счастливчику. Хоть его порадуем. Так. Ну, попытка не пытка. Надеюсь, объявится. Ну, если объявится наш разговор, я запишу. Потом на канал выложу. В качестве доказательства. А то, что если мы в прошлом январе отправили сумму была мизерная, маленькая. Ну, а так уже совместно 45, это конкретно, ребята, уже есть чего. Есть чем гордиться, как бы. Но это счастливчик явно. Или в кино, или в бане, или на охоте. Или вообще игнор. Вот так вот, ребята. Так что узнаем мы этого человека. Наконец-то гора с плеч. Хоть как-никак, ну как-то уже 3 раза пытался, но вышли все-таки ради таких слов. Ради таких спасибо. А я тем временем вам благодарю, ребята. Насчет заказов. Завтра, да, завтра иду с утра. Надеюсь, все успею в срок. Впереди у меня еще две выставки. Меньше месяца осталось уже. Ну, надеюсь, успею.
Вот. И тут возникает традиционный вопрос. Продолжается ли такая лотерея? Продолжается. Будем еще раз разыгрывать. Будем помочь. Я помогаю вам ножом, вы помогаете всему миру. Запомните это. И этот лот у нас состоится не 20 марта, а 20 я в самолете буду. Давайте скажем так, воскресенье 17. 17 марта разыгрываем. Вот. Если достигнет более 150 участников, то будет 2 ножа. А если, как сегодня, 103, 104, уже меньше 150, то 1. Правила такие. Некоторые сегодня только видели, есть такой. Вот. Но с девочкой все будет нормально. Мы все верим, надеемся. Но хоть чуть-чуть чем-то помогаем. В свою очередь, разрешите откланяться. Надеюсь, эфир удался. До свидания.